الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Альхамдулиллах, по милости Аллаха, мы собрались в доме Его. Пусть Аллах примет наше поклонение, пусть Аллах простит нам наши грехи, пусть укрепит на этом пути и сделает так, чтобы мы вернулись к Нему, будучи мусульманами, со словами «Ля иляха илля-Аллах, Мухаммад Расулуллах». Также наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: тот, кто пришел в дом Аллаха для того, чтобы получить знания или же распространить их, то Аллах, иншаллах, воздаст ему, напишет ему награду, как будто он совершил полноценный хадж. И за это пусть Аллах даст нам эту награду. Пусть Аллах укрепит наш, пусть Аллах сделает наши намерения правильными. И самое главное, чтобы Аллах дал нам полезные знания и это дело сделал продолжительным. В тех уроках, которые прошли, мы упомянули, как дошел мусхаф или слова Аллаха, то есть как он был собран в одну книгу и какими тяжелыми путями он дошел до нас. И также мы на прошлом уроке разбирали суру Фатиха. То есть это одна из важнейших сур для мусульман. И читая ее как минимум 17 раз в день, мы приближаемся к Аллаху. И если мы ее будем читать осмысленно, с пониманием, то, конечно же, мы пребудем в большом достатке. И сегодня хотел бы начать свой урок с суры Ан-Нас. Почему именно с нее, почему именно с конца? Потому что многие мусульмане ее очень часто читают. И мы ее часто используем и в намазах. Даже бывает такое, то, что человек выучил 2-3 суры и уже в течение многих лет читает намаз. И Аллах субханаху ва та'аля начинает эту суру со слов: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. Вот в этом аяте мы с вами видим то, что Аллах говорит: скажи, куль, скажи, я прибегаю к Господу людей. В суре Фатиха мы говорили: Альхамду лиллахи раббил аламин, Господь миров. Вот здесь Аллах упомянул Господь людей. Вот здесь мы понимаем то, что Аллах субханаху ва та'аля, Он Создатель, Аль-Халик. Он создал людей. Он создал все то, что вокруг нас. И Аллах субханаху ва та'аля, Он не только создает, но Он еще управляет. И во втором аяте мы это видим. Аллах субханаху ва та'аля говорит: Маликин нас, владыка
или царь людей. Когда мы говорим владыка или царь, подразумевается то, что он управляет делами людей. И все, что мы делаем, это причина. Все, что мы совершаем, сколько мы времени тратим, это все причина. А уже результат, конечно же, от Аллаха. Из-за этого мусульманин, как это делал наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, должен сделать максимально правильную причину, а потом уже полагаться на Аллаха. Но иногда бывает такое, то что мусульманин, совершив причину, ждет результата от этой причины. А мы все прекрасно знаем, если человек полагается не на Аллаха, а на что-то другое, то это является ширком. Из-за этого пусть каждый после того, как совершит причину, посмотрит, на что он уповает, на что он полагается, и от кого или от чего он ждет результат. И как я уже сказал, если человек, совершив причину, ждет результат от этой причины, то это является ширком, многобожием. Также, если человек не совершает причину и полагается на Аллаха, это тоже неправильно. Из-за этого мусульманин должен делать максимально правильную причину, а потом уже полагаться на Аллаха. И какой бы результат ни был, он должен довольствоваться этим. Почему? Потому что довольство тем, чем предписал нам Аллах, является одним из столпов имана. И вот в этом вопросе каждый из нас должен быть бдительным. В следующем аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Илахин нас», Господь людей. Мы знаем, человек для того, чтобы принять ислам, чтобы он стал мусульманином, он должен сказать шахада ла иляха илляллах Мухаммад Расулуллах. И когда человек говорит ла иляха илляллах, то он говорит: нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. И вот в этом аяте «Илахин нас» весь смысл ислама. То есть мы должны поклоняться только Аллаху Субханаху ва Тааля и больше никому. И почему Аллах Субханаху ва Тааля вот в этих маленьких сурах упомянул вот такие значимые смыслы? Потому что Он уже знал то, что люди эти суры будут очень часто читать и повторять. Из-за этого каждый из нас, читая какую-либо суру, должен над ней размышлять, раздумывать над смыслами каждого аята.
4 аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Аллави мин шаррил васвасил ханнас». Мин шарри — от зла. И вот если посмотреть на это слово «шар», то это слово идет без алиф-лям, то есть без аль-та'рифа. И здесь Аллах Субханаху ва Тааля указывает на любое зло. Васвас — это наущатель, то есть шайтан. Наш самый злейший враг. И смотрите, как построена эта сура. Сначала Аллах Субханаху ва Тааля упомянул 3 основных его качества. Не одно, не 2, а целых 3. Почему? Тем самым Аллах Субханаху ва Тааля хотел нам указать на важность и опасность того зла, который нас ждет. Мин шарриль васвас. То есть от зла наущателя. А мы все прекрасно знаем, в каждом человеке есть карин, шайтан, который двигается по нашим венам. Он постоянно находится с нами и постоянно нам наущает, призывает к греховному и отталкивает или отторгает от благого. И вот здесь Аллах Субханаху ва Тааля упомянул его 3 основных качества, чтобы мы поняли то, что это непростое зло, а это очень важное и опасное. И еще плюс к этому неявное, не которое мы видим, а то, которое находится в нас самих, внутри нас. Из-за этого, дорогие мои, мы должны опасаться этого. И даже если посмотреть на это слово «васвас», то здесь Аллах Субханаху ва Тааля указал нам то, что это не однократное зло, а которое повторяется многократно. И все мы прекрасно это знаем. Все мы это прекрасно знаем, прочувствовали и должны быть готовы. Должны быть готовы защитить себя от самого злейшего врага, который существует. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ханнас». Ханнас – это тот, который убегает при поминании Аллаха Субханаху ва Тааля. Это тот наш злейший враг, когда мы вспоминаем про Аллаха, когда мы упоминаем Его слова, когда мы слышим азан, этот ханнас, этот шайтан, он убегает. И смотрите, на сегодняшний день
когда мы приходим в мечеть совершить молитву, в каком положении мы подходим к этому? Когда говорится азан, мы только, может быть, подъезжаем только к мечети, а может еще в пути только. Когда мы выходим из машины или уже в спешке прибежали к камату, мы еще или по телефону разговариваем, или что-то читаем в WhatsApp или в каких-то других соцсетях. И когда уже мы говорим «Аллаху Акбар», к нам сразу же подходит этот васвас, этот шайтан, который хочет украсть у нас награду за нашу молитву. Поймите, это наша молитва, это наш намаз, и мы к нему должны готовиться, а не просто прибежали, физически что-то совершили и убежали. Нет, братья. Посмотрите на наших сахабов. Они как готовились, когда они уже брали омовение, ихний цвет лица изменялся. А мы как готовимся? Что мы делаем? Даже во время азана и икамата кто-то успевает не дуга сделать, а какие-то свои дела решить. Братья, мы должны понять то, что этими своими действиями мы наоборот отдаляемся от смиренности в намазе. Да, мы слышали то, что намаз надо читать со смиренностью. Да, мы знаем то, что если мы его прочитаем хорошо, полноценно, то получим полную награду. Но, к сожалению, для того, чтобы добиться полноценного результата, чтобы сделать полноценный, правильную причину, очень мало делаем. Из-за этого мы должны готовиться. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Аллази ювасвису фи судурин нас». Аллази, тот, который ювасвису, наущает фи судурин нас, в груди людей, то есть в сердце. Почему? Потому что этот карин, шайтан, который находится внутри человека, его пристанище, его убежище, это в сердце. И мы знаем то, что у каждого человека это карин есть. Единственный человек — это пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Когда ему было 5 лет, Аллах Субханаху ва Тааля приказал ангелу Джибрилю раскрыть его грудь, омыть его сердце и обратно положить. Для чего? Чтобы его карин
призывал только к благому. А у остальных он призывает или к греховному, или отдаляет или отторгает от благого. И даже если вспомнить историю, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, находился в мечети и совершал и'тикаф, то к нему пришла его жена София навестить его. Это было уже вечером, ближе к ночи. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, решил ее проводить. И мы знаем, в Медине там не было, как сейчас, фонарей, света. И когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, шел со своей женой, то увидел двух сахабов. И эти двое, они ускорились. И тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к ним и сказал: «Аля рисликума», не торопитесь, смирение, медленнее идите. Это я, Мухаммад, со своей женой Софией. И сахабы, они даже и подумать не могли что-то греховное про пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Но здесь наш любимый пророк Мухаммад, почему это сказал? Чтобы вот у этого карина, у этого шайтана не было даже возможности внести в сердце этих сахабов шик. Чтобы они даже подумать не могли о чем-то другом. То есть вот так вот пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, опасался за своих сахабов. И мы на сегодняшний день знаем очень много примеров, на которых вот этот васвас влияет. Очень много людей, которые сомневаются, взял я тахарат или не взял. И по 5, по 10 раз могут по полчаса вот этот тахарат только брать. А в конечном итоге что происходит? Человек просто устает от этого. Сначала он оставляет намаз, а потом, пусть Аллах убережет нас от этого, может и оставить ислам. Из-за этого есть очень важное правило в исламе. То, что сомнительное, оно никак не может влиять на то, в чем ты убежден. Из-за этого, когда мы в чем-то сомневаемся, мы должны брать то, в чем мы уверены. Если мы прочитали 3 ракаата и сомневаемся, прочитал ли я 4 или нет, что мы делаем? Мы берем то, в чем мы уверены, 3 ракаата, и дочитываем еще 1 ракаат. То есть мы закрываем перед шайтаном все двери. И ни в коем случае не даем ему возможность, чтобы он проник через эту дверь. И в 6 аяте
Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Миналь джиннати ван нас». Среди джиннов и людей. Вот здесь, вот в этом аяте мы видим то, что у шайтана очень большое войско, которым он управляет и пытается сбить мусульман с истинного пути. Иногда к мусульманину подходит джин и может какие-то наущения дать. Иногда бывает такое, то, что к мусульманину подходят люди, которые подчиняются шайтану, и могут задать такие вопросы, то, что человек, если начнет размышлять над этими вопросами, начнет философствовать, то уже после этих вопросов остается всего лишь чуть-чуть, чтобы он ушел из ислама. Из-за этого, дорогие мои братья, мы должны постоянно прибегать к Аллаху Субханаху ва Тааля, который наш Господь, наш Владыка, наш Царь и наш Бог, то есть тот, кому мы поклоняемся. Почему? Потому что только Он может нам помочь, и больше никто. И если бы суперхирург мог бы раскрыть нашу грудь и удалить или вырезать этого корень, то уже многие бы так поступили. Но никакой хирург этого сделать не может. И как я уже упоминал на тех уроках, целью нашей жизни вот в этом мире, как Аллах Субханаху ва Тааля упомянул в суре Мульк, Табарак, 2 аят: «Аллази халакал маута валь хаята лияблювакум айякум ахсану амаля». То есть тот, который создал смерть и жизнь, для чего? Лияблювакум, чтобы испытать вас. У которого из вас окажутся наилучшие деяния. И даже когда вот этот шайтан приходит к нам со своими наущениями, Аллах Субханаху ва Тааля нас хочет проверить, испытать, кому мы будем обращаться, что мы будем делать. И не дай Аллах, если в нашем сердце будет какое-то сомнение, то потом уже уйти от него будет очень тяжело. И даже мы знаем, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил нам, то, что после каждого намаза мы должны читать 3 суры. Куль ху Аллаху ахада, суратуль Ихлас, куль а'узу бираббил фаляк, суратуль фаляк, и куль а'узу бираббин нас, суратуль нас. После каждого намаза. А после утреннего и после махриба, после ахшам намаза мы должны его читать по 3 раза.
Для чего все это? Почему пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, указал нам на это? И смысл в том, что мы должны прибегать, поминать Аллаха, субханаху ва та'аля. Потому что когда мы вспоминаем про Него, поминаем Его, тогда наш злейший враг, он отступает, он убегает. И тогда нам уже никто не сможет навредить. И за это давайте мы скинем со своих плеч шайтана и больше будем поминать Аллаха субханаху ва та'аля и больше читать Его слова. Пусть Аллах укрепит нас на этом пути, пусть даст нам полезные знания и, конечно же, чтобы мы вернулись к Аллаху со словами «Ля иляха илля Мухаммад Расулуллах», будучи мусульманами, и вошли в райские сады Фирдаус. Субханаллах бихамдик, ашхаду ан ля иляха илля ант, астагфиру ва атубу илейх. جزاكم الله خير. الله أكبر الله أكبر الله